В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего вторника. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Госдума одобрила президентский закон о наделении правительства и парламента дополнительными полномочиями. Также в России приняли стратегию развития арктической зоны до 2035 года. Новую автоматизированную котельную ввели на станции биологической очистки стоков водоканала в Якутске. Она позволит экономить предприятию по 6 миллионов рублей в год. Дорожные работы в столице на завершающей стадии. Рабочие заканчивают монтаж осветительных фонарей. 2 педагога из Нерюнгри вошли во Всероссийский экспертный педагогический совет. Какие задачи стоят перед новым органом? Новое пространство «Точка кипения» открылось в Якутии. В мероприятии участие принял глава региона. Госдума в третьем чтении приняла президентский закон о правительстве России. Напомним, что он предусматривает новый порядок формирования Кабмина и дает ему новые полномочия. Благодаря принятию закона у граждан появляется возможность влиять на назначение министров и вице-премьеров через депутатов. То есть речь идет о передаче полномочий президента гражданам. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новая редакция закона о правительстве направлена на формирование эффективной системы публичной власти. Это должно повысить ответственность как министров, так и самих депутатов за принимаемые совместно с правительством решения. Также принята стратегия развития арктической зоны России до 2035 года. Она определяет основные направления, задачи и меры, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации. Цитата. «Арктика – стратегический регион. Эта территория имеет глобальное значение для нашей страны, обеспечение ее безопасности». В указе президент поставил конкретные цели по развитию арктической зоны страны. В первую очередь это цели, связанные с повышением качества жизни 2,5 миллионов граждан, проживающих там, ростом экономики арктических регионов, развитием Северного морского пути как глобального транспортного коридора, сказал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Якутский парламент предложил меры по снижению цен на авиаперевозки. При условии обнуления тарифов на взлет-посадку в малой авиации удастся добиться экономии в 25%. Также возмещение транспортных расходов на доставку авиакеросина позволит снизить цену авиабилетов еще на 16%. В Комитете по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Госсобрания Илтумен отметили, что в Якутии не существует альтернативы малой авиации. Основная часть затрат авиакомпаний уходит на оплату так называемой взлет-посадки и на доставку топлива в труднодоступные районы. Поэтому сейчас идет работа по снижению и субсидированию затрат. Принято 9 рекомендаций к правительству республики. В частности, сами мы, и Федор Семенович Тумусов подключался, мы разговаривали об обнулении все-таки этой взлет-посадки, возмещение ее частично за счет федерального, частично за счет республиканского бюджета. Значит, в частности, полярные авиалинии получат больше субсидий. На сегодняшний момент они получают порядка 250 миллионов в год на возмещение тарифов. Но они, понятно, просят в 2 раза больше. Если они это смогут сделать, тогда я думаю, что цены на авиабилеты чуть-чуть понизятся. Новое пространство «Точка кипения» заработало на базе СВФО. Его реализовали при поддержке Агентства стратегических инициатив и платформы Национальной стратегической инициативы. Пространство станет новой площадкой для организации сетевого взаимодействия между вузами, обмена образовательным контентом и передовыми практиками. На мероприятии побывала Виктория Федорова. Зимний сад, светлые просторные комнаты и минимализм. Пространство «Точки кипения» наполнено природой, технологичным подходом и жизнью. Это будет местом для идей, дискуссий и рождения новых проектов. Для того, чтобы молодые люди сюда приходили, рассказывали свои проекты, мы будем помогать им развивать эти проекты. Оно будет ориентировано не только на молодежь, но и на более старшее поколение, может быть, и школьники. В «Точке кипения» студенты и преподаватели получают доступ к цифровой платформе университета. Она должна стать площадкой для организации сетевого взаимодействия между вузами, обмена образовательным контентом и передовыми практиками, а также внедрения в учебную деятельность современных технологий с помощью партнеров и участников экосистемы НТИ. Есть большой конференц-зал вместимостью до 100 человек, малый конференц-зал, а также переговорная комната. Все помещения оборудованы проекторами, ноутбуками, флипчартами. Сам
самого начала введения ограничительных мер сеть точек кипения оперативно перестроилась на онлайн-формат проведения мероприятий. То есть наше IT-сообщество, наши резиденты технопарка, университеты договорились сегодня с ректором о создании биотехнологического центра. То есть мы понимаем, что пандемия показала, что медицинские разработки в области клеточных технологий, регенеративных технологий, они актуальны во всем мире, и мы должны такой центр создать в ближайшее время. Также новое пространство станет площадкой для творческих работ. «Притяжение Арктики» – так называется первая выставка фотографий. Здесь можно увидеть и красоты природы Якутии, и детишек в национальных костюмах, и северных оленей. Точка кипения 97-я по счету в России, и она является самой северной. И поэтому мы решили открыть такую выставку, посвященную именно теме Арктики. Как только закончится пандемия, двери университета будут открыты для всех. Ведь теперь любой желающий может провести мероприятие в стенах головного вуза республики. Виктория Федорова, Павел Пахомов, Якутск. И уже после торжественной части мероприятия глава Якутии в формате видеоконференц-связи принял участие в пленарной дискуссии «Устойчивое развитие Севера и Дальнего Востока. Технологии, общество и образование». В своем выступлении Айсен Николаев подчеркнул, что циркумполярные территории, обладая огромным экономическим потенциалом, сегодня становятся плацдармом развития всего человечества. Это главный приоритет 17 целей устойчивого развития, принятых государствами-членами ООН на период до 2030 года. Появление второй точки кипения в одном городе – это само по себе не самое ординарное событие. И я, конечно, признателен агентству стратегических инициатив за такое решение и поддержку. Это, на самом деле, подтверждает, на мой взгляд, значимость и роль нашего университета как некого центра цивилизационного, генератора развития не только нашей республики, но и всей огромной части северо-востока нашей страны. И то, что наш университет сегодня, безусловно, открытием этой точки кипения заявляет о своих притязаниях, о своих амбициях на создание и реализацию такой миссии создания новых северных технологий, подготовки лидерских кадров новой формации, это дает всем нам надежду и уверенность. Конечно же, точка кипения, на мой взгляд, в Северо-Восточном федеральном университете должна таким стать центром консолидации, местом вдохновения для идейных, активных людей. Премьер Михаил Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года. Напомним, программа стартовала в апреле и была рассчитана до 1 ноября. Однако в правительстве ее признали одним из самых эффективных механизмов поддержки экономики. И президент попросил продлить действие. На льготную ипотеку приходится 90% всех выдаваемых кредитов для покупки жилья в новостройках. За полгода выдано более 230 тысяч кредитов на 669 миллиардов рублей. В правительстве посчитали, что продление программы позволит выдать еще 600 тысяч кредитов на 1 миллиард 800 миллионов рублей. По условиям ипотеки максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов, в том числе и Якутии, 6 миллионов. Воздушные подушки продолжают курсировать от Якутска до Нижнего Бестяха. На маршруте работают 20 хиусов. Цена при этом не меняется несколько лет. За одного пассажира берут 1500 рублей. Из-за текущей обстановки, говорят водители, желающих перебраться на другой берег сейчас очень мало. И по словам судовладельцев, в скором времени, как только пойдет мелкий рыхлый лед, то есть шуга, начнется пересадка пассажиров на аэроботов «Тайфун». Тариф в этот период повысится. В то время мы не знаем, какая цена будет, как преподнесет природа нам. Даже 2 года, 3 года назад, я помню, да все знаете вы, не мог даже ледокол пройти. 2 дня простоял на Тюхтюре. И это метровые, 1,5-метровые торосы такие густые шли, не могли наши боты пробиться. Один бот только ходил, и наши вот эти ребята, 20 подушек, стояли в очередях. Привозим людей, чтобы он перевез на ту сторону, оттуда туда. Вот такие проблемки тоже бывали. Это от нас не зависит. Это зависит только от матушки природы. Сотрудники банка похитили у 2 жителей Нерюнгринского района более 1 миллиона рублей. Один из пострадавших пояснил, что ему позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка.
Она спросила, подавал ли он заявку на получение кредита в личном кабинете, на что мужчина ответил отрицательно. Пострадавший сообщил, что не может открыть приложение. Тогда мошенница сказала, что сама зайдет в его личный кабинет, а ему нужно будет после звукового сигнала продиктовать коды из СМС-сообщений, что он и сделал 3 раза. На следующий день обнаружил, что на его имя оформлен кредит на сумму 631 тысяча рублей. Также в полицию обратился 40-летний житель Нерюнгри. Ему также позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Она перенаправляла его то на другого специалиста, то на следователя, то на представителя службы безопасности. В итоге потерпевший поехал к банкомату. При этом лже-менеджер убедил его, что не нужно приходить в офис банка, потому что они еще не установили сотрудника, который причастен к мошенничеству. И для конспирации все финансовые операции нужно проводить через банкоматы. По указанию жертва внесла все наличные средства, которые были у него, 470 тысяч рублей, на продиктованный аферистом счет. Дорожные работы в Якутске на завершающей стадии. В настоящее время на 4 улицах столицы ведутся электромонтажные работы фонарей освещения. Это завершающая стадия нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в нашем регионе, которая должна быть сдана комиссии до конца этого месяца. Наш корреспондент Ульяна Шагина смотрела ход работ. Не знаю, насколько это правильно. Засыпать снег песком, утрамбовывать его. Эти кадры отсняты минувшим днем представителями Общероссийского народного фронта. А в районе речного порта мы видим, как погрузчик отсыпает песком промерзлую заснеженную дорогу. Сейчас мы по нашему обращению будет ответ. Пока ответа не было, потому что это только произошло, наше обращение. И да, мы делаем все это моментально, да. Ну, то еще раз говорю, реакция есть. Раньше просто отмахивались. Заказчик работы МКУ «Главстрой» пояснил, что работы эти не входят в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт участка не бетонируется, а подобную отсыпку можно совершать и в декабре месяце. Ситуацию мы также взяли под контроль, будем ждать ответной реакции. Ну а пока переместимся в центр города. Сейчас здесь идет завершающий этап дорожных работ как раз-таки по нацпроекту. Дорожные работы практически завершены. Сейчас работы остались только на 4 улицах, в том числе на Курашова, где ведутся в том числе работы по выносу вот таких вот искривленных опор освещения. Такие же работы ведутся на перекрестке Курашова-Орджоникидзе. На завершающей стадии замена фундаментов опор освещения, замена светильников, вынос электрических сетей. Осталась замена 2 свай и замена светильников. И до какого числа? 31 октября должен закончиться. Да. Рабочая комиссия в эти дни ведет ежедневный мониторинг и приемку уже выполненных работ, в том числе и по асфальтированию дорог. Нарушения есть, но не критичные, отмечают в главстрое. Рабочая комиссия, на то и рабочая комиссия, чтобы выявлять те или иные дефекты. Если есть дефекты, то подрядчик устраняет, конечно. Много таких нареканий? Незначительные эти замечания. Допустим, ограждение кривого косого, знаки покосившиеся, не по асфальту. Что касается асфальтобетонных работ, 2-й год независимую экспертизу ведет Якутский научно-исследовательский институт. Ученые проверяют не только технологию укладки асфальта, но и качество самой асфальтобетонной смеси. Предварительные данные мониторинга показали, что 90% дорожных уплотнений выполнены без нарушений. Если сравнивать с прошлым годом, то качество уплотнения гораздо лучше. Допустим, вот по пористым смесям практических замечаний нету, это которые идут в нижние слои. По плотным смесям, которые идут на верхний слой, есть вот на данный момент только по улице Петровского. Обработка данных пока продолжается. На следующей неделе будет закончено. Напомним, в рамках нацпроекта в этом году в столице ведется масштабный капитальный ремонт, которым охвачены 28 объектов улично-дорожной сети, общей протяженностью 23,5 километра. Рабочая комиссия оценит качество проделанных работ до конца октября. Между тем, главными оценщиками здесь выступают, конечно же, жители столицы, пешеходы и автолюбители, которые ежедневно передвигаются по этим улицам. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Сейчас короткая пауза. Продолжим через минуту и смотрите далее в программе. Пациенты, переболевшие тяжелой пневмонией и коронавирусом, проходят реабилитацию в здравницах Якутии. Новую автоматизированную котельную ввели на станции биологической очистки стоков водоканала в Якутске. Она позволит экономить предприятию по 6 миллионов рублей в год.
Два педагога из Нерюнгри вошли во Всероссийский экспертный педагогический совет. Какие задачи стоят перед новым органом? В эфире «Итоги дня». Продолжаем программу. Говоря об обстановке, по данным оперативного штаба, в Якутии за минувшие сутки выявили 177 новых случаев COVID-19. В Якутске 95 случаев, Нюрбинский район 17. Мегино-Кадгаласский 9, Амгинский, Нерюнгринский, Аймиконский районы по 6 случаев. В оперативном штабе сообщили, что меняется контингент заболевших. А именно сократилось число бессимптомно болеющих, но при этом увеличивается число пациентов старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Вместе с тем в оперштабе отметили, что на сегодня все районы Якутии обеспечены необходимыми медпрепаратами, а в тех местах, где нехватка, обеспечат необходимым из резервного фонда Минздрава. Необходимо обратить внимание на то, что Республика Саха-Якутия зашла в этот санитарно-эпидемиологический сезон немного раньше всех остальных и субъектов Российской Федерации в силу своего нахождения, климатических условий. И, соответственно, сегодня уже по той схеме, которую отработали мы у себя в республике, по аналогичной схеме, и как по увеличению коечного фонда, так и по сокращению сроков получения анализов на тестирование, по тестированию, так же, как и работа с амбулаторными больными, они, соответственно, применяться начинают во всех субъектах Российской Федерации. Для граждан, безусловно, должно быть сейчас терпение, здоровье, поддержка собственного иммунитета. А Минздрав России выпустил уже 9-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Туда же включены и 2 зарегистрированные в России вакцины, которые должны формировать антитела к коронавирусу. Препараты рассчитаны на пациентов от 18 до 60 лет. В приоритетном порядке должны вакцинироваться работники медицинских организаций, все сотрудники образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли и других соцобъектов. Вакцинация должна проходить бесплатно. Реабилитацию проходят пациенты, которые перенесли тяжелые формы пневмонии, в том числе и те, кто находился на аппаратах искусственной вентиляции легких и долго пребывал в стационаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. За 3 месяца реабилитацию в Абалахском республиканском центре прошли более 90 человек. Дополнительно начинается прием переболевших COVID-19 в санатории Чепдик. Курс реабилитации составляет от 14 до 17 дней. В реабилитационный курс вошли индивидуальная лечебная физкультура, физиолечение, массаж, механотерапия, занятия на открытом воздухе и, по показаниям, также ванны и грязевое лечение. Попасть на реабилитацию можно по направлению терапевта поликлиники, к которой и прикреплен пациент, или же из стационара напрямую. Управляющие компании города Мирного ведут активное обеззараживание подъездов. В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции там реализуют комплексные меры по санитарной обработке в многоквартирном фонде. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, УК обязаны проводить дезинфекцию ежедневно. Обработке должны подвергаться перила, поручни, дверные ручки, кнопки лифтов, домофона, двери и стенки лифтов. Контроль качества обеззараживания также ведется ежедневно. Ежедневно с утра, желательно около 6-7 часов утра это начинает делаться, чтобы люди уже выходили, дезинфекция была проведена. Занимаются санитарной антисептической обработкой. Это поверхности стен, потолков и полов, также лифты, ручки, перила в полном объеме обрабатываются антисептическими концентратами типа дисхлор, белизна. Также управляющая компания в плановом режиме ведет работы с компанией ООО «Дизактор», которая у нас проводит дезинфекцию, дезинсекцию и дератизации мусорных ниш. Налоговая служба приостановила прием посетителей в Якутске. Из-за ухудшения эпидобстановки на территории столицы межрайонная инспекция, которая располагалась в 23-м корпусе 202-го микрорайона, закрылась до 30 октября. Горожанам рекомендовано пользоваться электронными сервисами налоговой службы на сайте www.налог.ру. Правительство продлило беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Обычно они выдаются гражданам на 6 месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо было заново подавать заявления и документы, подтверждающие нуждаемость.
Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 1 октября. Выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется также до 31 декабря. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидий истекает в период с 1 октября по 31 декабря, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие 6 месяцев без подачи заявления и дополнительных документов. Новую автоматизированную котельную ввели на станции биологической очистки стоков компании «Водоканал». 3 новых котла общей мощностью в 9 мегаватт обеспечат надежную подачу тепла всему комплексу. При этом в случае перекрытия подачи газа котельная способна переключиться на дизельное топливо, что гарантирует бесперебойное отопление станции. Ее изнутри своими глазами увидела наш корреспондент Саргалана Неустроева. Станция биологической очистки стоков была запущена еще в 2006 году. Это единственная подобная станция в зоне вечной мерзлоты. Однако до настоящего времени отапливалась она сторонними теплоснабжающими организациями. Это не только неудобно, но еще и очень дорого. Мы ожидаем не менее 6,5 миллионов в год экономии. И, конечно же, это очень большое подспорье для удерживания повышения тарифов, а возможно и на том же уровне у нас останется тарифы по водоотведению. И это, конечно же, очень хорошо скажется на населении. Сооружение сдали в рекордно короткие сроки – 4 месяца. Однако, несмотря на скорую работу застройщика, в качестве оборудования можно не сомневаться. А следить за работой котельной и ее данными возможно и вовсе дистанционно. Мы на сопровождение заключаем договор. Значит, гарантия 2 года есть. То есть предприятие, которое у нас монтировало, оно будет сопровождать в течение 2 лет. И все выводится на экран компьютера, через который любой специалисты могут управлять вот этой котельной дистанционно на расстоянии. Стоимость котельной составила порядка 20 миллионов рублей. Тем не менее, несмотря на большую сумму, ее постройка стала еще одним шагом к развитию водоснабжения в Якутии. Работает без операторов, с управлением выходом в АДС. То есть любой человек, который имеет допуски, он может, в принципе, смотреть и управлять этим котельным. Он достаточно прост, в то же время очень эффективен по энергосбережению, по экономичности и очень важно по экологичности. Новые энергосбережающие котельные на крупных жизнеобеспечивающих предприятиях – это новый этап развития и оптимизации якутской инфраструктуры. Однако впереди еще много работы. Саргалана Неустроева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. К другим новостям. В Якутии мобильный технопарк «Кванториум» до конца года обучит 1000 школьников. Это передвижной автомобильный комплекс, который оснащен высокотехнологичным оборудованием, в том числе лабораторией, программным обеспечением и учебной литературой. Комплекс уже прибыл в Якутск и является первым в регионе. Работа мобильного технопарка «Кванториум» планируется в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Вилюйском, Верхневилюйском и Намском районах, а также в пригородных школах Якутска. 2 педагога из Нерюнгри вошли во Всероссийский экспертный педагогический совет. Инициатива его создания принадлежит Минпросвещения страны. Какие задачи стоят перед новым органом? Ирина Кичигина. Всего на конкурс в состав Всероссийского экспертного педагогического совета было подано около 1800 заявок. В итоге были отобраны 168 педагогов со всей России. От республики было подано 8 заявок. От Нерюнгринского района было представлено 3 участника. По итогам открытого голосования победили 2 педагога средней общеобразовательной школы номер 15 города Нерюнгри. Это учитель начальных классов Анастасия Переляева и учитель физической культуры Ирина Ларина. Все посмотрели на меня, да? Доброе утро, первый Б. Хорошо. Анастасия Переляева с 1 класса училась в той школе, в которую пришла работать после окончания института учителем начальных классов. Также она является заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Кроме этого, она мама 2 школьников, поэтому школьную жизнь она знает со всех сторон. В мои профессиональные планы входит создание
открытые площадки в онлайн-пространстве, где мы с педагогами Нерюнгринского района Республики Саха-Якутия могли бы обсудить самые насущные наши проблемы. Конкурс проходил на площадке социальной сети «Одноклассники». Участники каждый день следили за результатами голосования, и каждый отданный голос приносил чувство удовлетворения и гордости за свою работу учеников, родителей, коллег и учреждения. Теперь им предстоит представлять интересы всего профессионального педагогического сообщества республики. Чтобы выставить свою кандидатуру, необходимо было заполнить анкетные данные и представить эссе. Я представляла, что работа с детьми – это то, к чему я, наверное, шла всю свою жизнь. Я стремилась к этому, и без работы, просто без этой работы я не вижу дальше своей жизни. Первое заседание педагогического совета будет посвящено теме дистанционного обучения и реализации образовательных программ в условиях пандемии. Как отметил министр образования Сергей Кравцов, работа экспертного совета направлена на обсуждение и поиск решения проблем профессионального сообщества педагогов, налаживание контактов между родительской и профессиональной педагогической общественностью и повышение материально-технической базы школы. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Это были главные события вторника. Наш телеканал продолжит следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.